Меня не жди. Езжай. До завтра. Здравствуйте, дядя Давлет. Ты что здесь делаешь, а? Так поздно. Дядя Давлет, скажите, Ваня кого-нибудь убил или что-нибудь украл? Да нет, никого он не убил и ничего не украл. Тогда за что его судят? Ведь все у нас знают Ваню. Раз судят, значит провинился, а иначе бы не судили. Ты еще мало, многого не знаешь. Объявление читал? Ну, читал. Там написано неэтичный поступок. Вот какое дело, понимаешь? Понимаю. Только он не виноват. Вот, возьмите. А кто виноват? Я виноват. Тут Ваня все про себя написал. Все как было с самого начала. Честно говоря, не очень сюда я рвался. Начальство сагитировало. Там тебе степь, говорят, там тебе простор орлиный. Будешь, Ваня, культурную целину поднимать. Будешь нести кино в массы. А что? Семьи у меня нет. Кому ж тогда ехать, как не мне? Ладно, думаю, где наша не пропадала? Здравствуйте. Здорово, ребят. Приятного аппетита. Спасибо. Привет. А где ваше начальство? Директор вон там. Да, народ прибывает помаленьку. Я готов, могу ехать. Ты раскладушки когда пришлешь? А то у меня люди на земле спят. Энтузиазм есть, раскладушек нет. Миш, ты куда, в город? Да. На вот тебе десятку, купишь на все пластинки. Так. Ну, таких... Ладно, знаю. Я жду. Что же я хотел? Да, вот что. В городе будешь, эти бумаги передашь лично Пурлиеву. Хорошо. Товарищ, а где здесь ваш директор? Ну, я директор. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. Прибыли в ваше распоряжение. А что вы за люди? Мы с ним механизаторы. А мы строители. Вот вас-то нам и не хватало. Будете работать вон там, на втором участке. А как у вас с жильем? Жильем хорошо, места много, домов мало. Ну ничего, построим. А это кто? Киномеханик. Из самой Рязани приехал. Говорит, культурную целину буду поднимать, нести кино в массы. Ага. Здравствуй, здравствуй. Спасибо тебе, товарищ киномеханик, что ты приехал к нам культурную целину поднимать. А завтра с утра становись на подноску кирпича. Я работник культурного фронта. Жилья нет, людей принимать надо. А жизнь у нас и так веселая. Что твоя кинокомедия? Да, не поймешь, где небо, а где земля. Глазами не за что уцепиться. А девчат трое на весь совхоз. Средняя Азия. Механик! Механик, тебя директор зовет. Дайте шофера на бензовоз, Давлет Муратович, трактора Ну, где я тебе его возьму? Я вижу, ты меня за баранку хочешь посадить. А, Ваня? Вы меня вызывали, товарищ директор? Да, только ты, механик, можешь меня выручить. Что, картины крутить? Вроде этого. Садись, Ваня, на бензовоз. Будешь ты наших механизаторов горючим снабжать. Вот это будет картина. Кино. Спасибо. Правда, Батыр? Ну что ж, бензовоз так бензовоз. И вот шурую я на бензовозе от одного трактора к другому. Зальешь в глотку эту ненасытную 160 литров и жмешь к следующему. А ночью еще на нефтебазу сгоняешь в район за 100 километров. И вдруг заскучал я. Ни по дому, ни по девушке. Да и не было у меня никогда девушки. По кино меня взяла тоска. По моей настоящей работе.
Вань, директор приехал. Так, давно качаешь, Ваня? А что? Видно, понравилась тебе эта работенка? Да ничего, терпимо. А мы тут тебе другую работу придумали. Ну и куда теперь? Грызунов пошлете истреблять? Или дояркой на ферму назначите? Ох, и нервный ты стал, Ваня. А между прочим, работой будешь доволен. Нет уж, хватит. Что хотите со мной делайте. А с бензовоза никуда не уйду. Так-таки никуда. Да. Ну ладно, вот тебе командировка. Поезжай в Ашхабад, принимай кинопередвижку. Настало твое время, механик. И вот я везу первый фильм. В конторе кинопроката был большой выбор. Я долго выбирал и выбрал картину о степных просторах, о степных скакунах. Песня табунщика. Еще дремлет земля, а дорога моя кинолентой бежит, 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 куда-то спешит. Я мечтаю давно повстречать не в кино, а увидеть бы в жизни раз глубину любимых глаз. Я сижу в темноте, где ты, милая, где? На экране все вновь и вновь и вновь чужая любовь. Я мечтаю давно повстречать не в кино, а увидеть бы. В жизни раз глубину любимых глаз. Салам, девушка, Гильберик. Ну что вы руками размахиваете, как фокусник? Я, понимаете, заблудился? У нас в степи. Ну да. Как же так? Это же вам не лес. А вы были когда-нибудь в лесу? А вот в лесу бы я никогда не заблудился. А здесь у вас степь да степь кругом. Одни суслики свистят.
Так что выручайте, пожалуйста. А стоит ли вам дорогу показывать? Еще неизвестно, какую вы картину везете. Хорошую. Как раз ту, что надо. Да. А случайно не песня табунщика? Нам ее всегда показывают. Думают, что кроме фильмов о лошадях мы больше ничего не понимаем. Ну, поехали. Мы ехали рядом, и мне хотелось, чтобы у этой дороги не было конца. Но я боялся, что она вдруг натянет поводья, обгонит машину и умчится в степь. Мне так хотелось удержать ее, сказать ей что-нибудь ласковое, но я ничего не мог придумать. И вдруг сказал: как хорошо, что я встретил вас. Конечно, иначе бы вы ночевали в степи. Вам прямо. Только никуда не сворачивайте. Девушка, куда же вы? Подождите! Как вас зовут? Ваше имя! Здравствуй. А, здравствуй. Что значит Алтентач? По-русски это золотая корона. Здорово. Здравствуй. Привет. Механик, какую нам картину в следующий раз покажешь? Хороший. Новую? Зачем новый? Кино как вино, чем старее, тем лучше. В зале все танцевали. Здесь было много девушек. А я думал только о ней. О ее глазах, о лукавой улыбке. Но ее здесь не было. Она как будто приснилась мне. Алтентач. Золотая корона. Алтентач, спроси, если не веришь. Это правда, Алтентач? Да это что? Вот когда за моей бабушкой приезжал дед со своими друзьями. Разве бабушек сваты? Ну а как же? Бабушки ведь тоже когда-то были молодыми. Так слушайте дальше. В сватов бросали не только тухлыми яйцами, но и камнями. Боже мой. Моего дедушку даже чуть не убили. Почему же так делали? Потому что чужие люди пришли сватать девушку. Таков уж обычай был. Какие же они чужие из соседнего аула? Все равно чужие. Девушки, вы не видели Алтентач? Она там. У ручья. Алтентач, чужой парень приехал, тебя разыскивает, он наверху. А, песня табунщика. Аю, Шамшат, куда же ты? А ведро? Там ничего, дяденька. Бери, забирай, ребята. Всем хватит. А у тебя есть пятно? Мне короткую дядя, мне дай кусочек. Сейчас отмотаю. Держи. Аю, девушки, ко мне, сюда скорее. Какой-то русский парень приехал на машине за Алтентач. Здорово, девчата! Алтентач, я хотел видеть тебя. Честно. Очень хотел. Ты не сердись, пожалуйста, на меня. Ну что вы, я всегда рада гостям. А второе куда? Вот оно. Ну что вы остановились? Идем. Все поняли? Скорее, Нику!
ждал такой торжественной встречи. Они выстроились как гвардейцы, и мне пришлось принимать этот парад. Может быть, это особый вид восточного гостеприимства? Алтынтач, а ты не хотела бы жить в городе? Нет, механик. Степная птица покружит над городом и опять в степь летит. Алтынтач, но мы должны еще встретиться. Когда и где? Завтра в 8. В парке под часами? Да нет, парк построят через 2 года. Я буду ждать тебя завтра у канала. Где в первый раз? Хорошо? Я буду ждать. Ну где же ты, Алтынтач? Почему ты не идешь? Я строил дома в твоей степи. Я ее исколесил на бензовозе. Хочешь, я стану чабаном? Буду пасти овец, стричь шерсть. Только приди. Я жду тебя, Алтынтач. Не было парка, не было часов, и не пришла Алтынтач. С тех пор прошло 2 месяца. Я ее ни разу не видел. И вдруг... Ну, допустим, я согласна. Но неужели нельзя древний чабанский наряд заменить новой практичной легкой одеждой? Ведь зимой чабанам холодно, а летом жарко. Верно, но это не от нас зависит. Мы же не республиканское ателье мод. Нет, от вас. Вы же часто бываете на совещаниях в Ашхабаде, в Москве. Так ставьте эти вопросы, требуйте. А то что же получается, Давлет Муратович? Чабаны живут, как жили 100 лет назад. Чабанов мы теперь много спрашиваем, а им ничего не дают. Когда же это кончится? Ни передвижной бани, ни радио, ни кино они не видят. Не кричись, Алтынтач. Будут в юртах и холодильники, и телевизоры. Об этом позаботятся ученые. А наше дело дать им мясо, молоко, шерсть. Но вот такие приемники и пластмассовые юрты давно могли бы быть у чабанов, если бы вы действительно заботились о людях. А еще жалуетесь, что молодежь не идет в чабаны. Да у вас и старики скоро разбегутся. Я тоже уйду, если так будет продолжаться. Средневековье какое-то. Видал? Шерсть даем. Почему ты тогда не пришла? Куда не пришла? А разве ты меня ждал? Товарищ Дронов, на складе есть одна копия Ромео и Джульетты, но она сильно потрепана, я не могу ее выдать. Ну что же мне делать? Мне обязательно нужен этот фильм. Я вас очень прошу. Не понимаю, зачем вам это старье? У нас есть много новых. Любит, не любит, любовь и мечты. А если это любовь, песня о первой любви, ну... Нет, это все не то. Вот упрямый. Ну хорошо, я дам вам Ромео и Джульетту, но только на вашу ответственность. Хорошо, я согласен. Давайте. Оля! Чапаева привези. Да, получай. Вань, может, не поедешь, а? Не справлюсь я без тебя. Справишься. Не забудь только звук включить. А то свистеть будут. Ну, готово? А твоя тетрадка? А разве ты меня ждал? Афишу на завтра приклеишь у магазина. У столовой я сам повешу. Вань! Ну что? А вдруг у меня не получится? Получится. Зачем же я тебя учил? Ну, смелее. А разве ты меня ждал?
Па-па-па-па-па-па-пам. Что случилось? Почему ты здесь? Товарищи! Не волнуйтесь, не беспокойтесь. Все идет по плану. Наше начальство в совхозе приняло решение усилить культработу среди чабанов. В связи с этим вводится специальный и обязательный ночной сеанс. Так что располагайтесь, сейчас начнем. Вот, видишь? И о нас вспомнили. А, кино привезли. Чего показывать будешь? Ромео и Джульетту. Как? Ромео и Джульетту. Это старая картина. Между прочим, Шекспир бессмертен. Ты что, заснул? Где механик? Что это такое? Все. Кутарды. Сеанс окончен. Якши, механик. Спасибо. Ты
хорошо сделал, что приехал. Ты смелый. Я все время думаю о тебе, Алтентач. Такого еще со мной никогда не было. Надо много часов глядеть на человека, прежде чем скажешь ему такие слова. Не торопишься ли ты, механик? Я смотрел на тебя днем в солнечной степи. Вижу сейчас и хочу видеть тебя всегда. Но ты не любишь эту землю, а без нее нет, Алтентач. Это твоя земля, Алтентач. Значит, она и моя. Да не было левого сеанса! Тихо, товарищи, тихо! Не перебивайте, товарищ Грон. Садитесь. Продолжим. Итак, допустим, что это был не левый сеанс. Но все равно налицо нарушение трудовой дисциплины. Это очень неэтичный поступок. И поэтому я требую принять серьезные меры. Тихо, товарищи, тихо, иначе мы будем сидеть до утра. Правильно поступил товарищ Ронов. Чубаны месяцами не видят фильмов, а мы обязаны нести культуру в стиль. Этого допускать нельзя. Не можем же мы для каждой чебанской семьи показывать фильмы. Не можем. Тише, тише, спокойнее, товарищи. Товарищи, будем организованы. Кто хочет выступить, пусть просит слова. А ну дай-ка слово мне. Пожалуйста, Давлет Муратович. Ваня, ну и как? Все в порядке. Выговор влепили. А вообще одобрили. Ну куда же ты? А кино? Кино не будет. Золотою звездой ты горишь надо мной. Не скрывайся во мгле, во мгле, во мгле, спешу я к тебе. Я мечтаю давно повстречать не в кино, а увидеть бы в жизни раз глубину любимых глаз. Love is